Good afternoon, everyone. I'm delighted to welcome you to the press conference for the World Cup Asian qualifiers for the match between Kyrgyz Republic and DPR Korea team. We are here with the head coach of Kyrgyz Republic team, Maxim Lisitsyn, and with the captain of the team, Valery Kichin. Let me start with the first question to coach and player. After that, I will open the floor for you. Урматтуу ЖМК өкүлдөрү, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын жана Түндүк Корея курамалары ортосунда орун ала турган оюнга карата өткөн пресс-конференция кош келиңиздер. Биздей бул жакта улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Максим Лисицын жана команда капитаны Валерий Кичин суроолорго жооп берет. Биринчиден суроону мага узатууга уруксат бериңиздер. Андан кийин мүмкүнчүлүктү сиздерге узатам. Coach, hello, what's the preparation of the team for upcoming match? Уважаемый тренер, как прошла ваша подготовка к предстоящему матчу? Ну, можно сказать, что подготовка проходит, она еще не закончена в штатном режиме. We can say that our preparation is still going on and it's going as it was planned. Thank you. And the same question for the player, captain of the team. What's the preparation of the team for upcoming game? Такой же вопрос капитану команды, как прошла подготовка к предстоящей игре. Всем здравствуйте. Тут нечего добавить. Главный тренер сказал, что она еще не закончена. Вот еще сегодня есть день. Поэтому есть время еще лучше подготовиться к завтрашнему матчу. Greetings to all. I have nothing to add what coach said. Our preparation is still going on and we have one more day to prepare and we'll do our best to prepare ourselves in the best condition. Thank you. Please. Саламат Сизбек, добрый день. Уважаемый Максим, уважаемый Валерий, один многоэтажный вопрос к вам. Как настроение? Вот с трудом вы сейчас улыбнулись, но как настроение? Каковы шансы сборной Кыргызстана в завтрашнем матче? И какие сюрпризы вы готовите сопернику? Можете не все сюрпризы сказать, какой-то час хотя бы. Спасибо. Спасибо за вопрос. So, question to the head coach. First of all, how is the mood in the team? How is the atmosphere? The first question. Second question, what kind of preparation you made for the opponent team and how you want to surprise them? Ну, такие вопросы подобные задают достаточно часто. Есть стандартный ответ. У нас напряженное настроение, потому что мы накануне матча важного для нас. Что там еще за вопрос? Сюрпризы. Многоэтажный. Ну, сюрпризы, опять же, сюрпризы, они на то и сюрпризы, чтобы увидеть во время игры. То, что касается соперника, соперник достаточно непростой на самом деле, вопреки ожиданию многих. И предыдущие матчи, и вообще само как обстоят дела у них в команде показывает, что они очень серьезно готовятся, настроены, у них есть свои плюсы, которые мы попытаемся завтра нейтрализовать и, соответственно, на своих плюсах сыграть. Шансы? Шансы — это настолько абстрактное понятие, что значит шансы. Тут много факторов будет значимых именно завтра во время игры. Я надеюсь, что мы, несмотря на то, какие там шансы кто-то там нам рисует, мы свои сильные стороны используем. First question about the mood. We can say that we can feel the tension in the team because everybody understands the responsibility for upcoming game and everybody feels that we have to win tomorrow. And for the second question, surprises you will see tomorrow. We'll try to build up our own game and we'll try to play our own game and don't play the opponent. Павлович, добрый день. Я хотел спросить касательно вызова Бахтая Талабекулу в сборную. То есть чем
обусловлено? Может быть, кто-то из игроков получил травму, вместо него вы пригласили в сборную, потому что его в первоначальном списке не было? Question is to the head coach. The Batay Kalabekulu was called to the team. Why did you call him? And what's the reason? Maybe somebody was injured or any other reason? Ну, надо сказать, что изначально в расширенном списке он у нас был. Просто его клуб играл игру. Так как мы пока что только начинаем его встраивать в свою команду, мы решили, что лучше будет, чтобы он 100% сыграл за клуб. А сейчас тот первоначальный план, который у нас есть, мы по нему действуем, соответственно, с этим планом пригласили футболиста в расположение команды. I would like to say that he was on our list from the beginning, but because of his team schedule and they had a game, we couldn't call up from the beginning of our training camp. But now we have a chance to call him and use the chance, and he is in our team. Сұраулар болса жатсаңыздар болады. Саламатсыздарбы. Менин суроом Катар менен болгон беттеште негедир биздин ишеним арткан борбоочулардын орой каталары менен коштолду бул беттеште. Ana ошол эле Мищенко, Зарбеков, Флешков, Инстат боюнча эң төмөн баага дуушар болушту. Менчо ошол беттеште Зарбеков борбордук коргоочу милдетин аркалады. Мына ушундай эксперимент дейбизби, ушундай позициядагы өзгөрүүлөр дагы уланабы. Жана ошол коргоочулардын орой каталары канчалык бул беттешке каталарды кетирбөө үчүн кандай иштер аткарылды? В Катаре, в игре с Катаром мы увидели то, что наши именно очень опытные игроки и защитники в том числе провалили тот матч. И Мищенко и Дарфек по версии Инстата показали самые худшие результаты. В предстоящей игре будем ли мы дальше продолжать экспериментировать, как ставить Дарфека центральным защитником и какой план на предстоящий. Ну, опять же, это все достаточно относительно, оценка какими-то платформами игры. Кто провалил, кто не провалил. Факт остается фактом, команда проиграла матч. Я еще раз хочу сконцентрировать на этих словах внимание всех. Команда проиграла матч, не кто-то один. То, что касается каких-то, в вашем понимании, экспериментов, всегда есть сочетание игроков, которые наиболее оптимально в данный момент. Это не эксперименты, это работа, вернее итог работы аналитической, работы на тренировках, работы психологической, которые выливаются в появление того или иного игрока на поле в той или иной позиции. Также в тех или иных сочетаниях в линии. Поэтому я бы не называл это экспериментами, я бы называл это текущей ситуацией в команде. Потому что, ну, если честно, неправильная, на мой взгляд, формулировка с экспериментами. То, что касается завтрашней игры, отталкиваясь от того, что я уже сказал, ситуация будет такая же. Тот, кто, по нашему мнению, будет наиболее эффективен завтра на поле, в каких сочетаниях тот и выйдет в стартовом составе, или усиливая игру, выходя за замену. Кыргызча котормосу керек деле. So, for the first question, I would like to say that players don't lose much. We lost this match as a team. So, there was, obviously, there was some mistakes, but I can say that we lost a match as a team. And regarding your question, what you call experiment, we call it in a different way. So, when we choose the players for the starting squad and for the substitution, we look at their conditions, and sometimes all the players are on the pitch depend on their current conditions during the match. So I can say that we choose the best players who was in best condition for that match. And for upcoming game, we'll do the same. Players will be selected upon their conditions for how they well prepared for the upcoming match. Кейинки суроо. Павлович, еще один вопрос. Команда достаточно много забивает, то есть 3 мяча
мяча в 2 играх это немало, но в то же время пропускают очень много. 3 мяча уже во второй подряд игре пропускают. Как вот найти баланс между вот обороной и атакой? Ну, вопрос. Question to the head coach. We can see that the team is scoring quite a lot, but we're conceding a lot. So how do you feel how you can find a balance between defense and offense? Мы ищем баланс в каждой игре, опять же мониторим, возвращаясь к текущему состоянию футболистов, но, как я уже говорил, на мой взгляд, немножко не хватает опыта на этом уровне команды в целом, так и отдельно взятых игроков некоторых. И из-за этого в игре, во всех играх на самом деле, которые мы здесь провели, в какие-то эпизоды возникает эта разбалансировка. Мы пытаемся там какими-то перестроениями, какими-то подсказами во время игры как можно быстрее ее ликвидировать. Но уровень соперников таков, что вот за эти небольшие даже пусть промежутки игры нас наказывают. Здесь даже не то что ошибки, так скажем, по марке наказывают моментально. Отсюда количество пропущенных голов. То, что мы забили, нельзя сказать, что много, но забиваем, да, то, что это опять же результат всей команды, работы всей команды. И когда у нас получается то, что мы планировали, тогда мы забиваем любым соперникам. Ну вот, как вы правильно отметили, сейчас основная задача наша найти этот баланс, ну и справиться с эмоциями ребят, которые они в каждой игре испытывают, которые иногда мешают. Like you said, we're still trying to find a balance between defense and offense. But in the previous game, I can say that our team and some of our players were lack of experience, and it became a mistake in the game. So we some players got emotional. They give up to their emotions, and we're working on it. We're trying to work. We're still trying to find a balance between offense and defense, like you said. And for upcoming games, I hope we'll show our better performance. And like you said, we're scoring a lot. It's not about the players; it's our team play. So if our team play goes well and as it planned, we can say that we can score to any opponent. Doesn't matter if it's like really top quality opponent or whatever. We can score to any opponent. Thank you. Next question. Guven. Yarın kendi taraftarımızın önünde mutlak 3 puan almalıyız. Bu yüzden defansif anlamdan daha çok skora katkı edecek oyuncular gerekli. Yarınki oyun planınızda skora katkı edecek olan oyuncularla beraber mi sahaya çıkacaksınız, yoksa daha çok defansif anlamda bir oyun mu sergileyeceksiniz? Очевидно, что нам нужна победа. Какую тактику вы предпочтете? Вы также будете играть с тремя центральными защитниками или играть более атакующий футбол? Можно уточняющий вопрос? А с 3 центральными защитниками невозможно, в вашем понимании, играть в атакующий футбol? Sizin anlamınızda 3 tane defans oyuncu olduğunda ortada atak oynamayasınız diyor. Hoca. Atak oynamak için 3-2 tarzında oynuyoruz. Kenarlara daha sonra katkılar ileri çıkmak amacıyla ama bize kesinlikle skora katkı sağlayacak oyuncular da gerekiyor. Ya da skora katkı sağlayacak bir hamle gerekiyor. Ama maalesef bunu son 3 maçta göremiyoruz. Skora katkı yapamıyoruz. То, что мы играем в 3 защитника, там 2 полностью, и вот это выливается в то, что у нас некому забивать. Вот в предстоящей игре будут такие люди, которые могут решить игру самостоятельно в момент решать индивидуально. Ну, сегодня утром у нас в графе забитые было 3, по-моему, 3 играх. Или я ошибаюсь? Почему я некому забивать? Ну, как ответить на этот вопрос? Мы будем, я уже на эти вопросы, ну, тоже стандартный уже ответ получается. Играют 2 соперника всегда на поле. Мы хотим 90-100% игрового времени проводить в чужой
большой штрафной. Но при этом мы хотим не пропускать. И отсюда будет, кто будет больше владеть мячом, какие будут расклады там статистические, отсюда будет, как соперники будут реализовать свой план на игру. Мы хотим выиграть, соответственно, мы хотим забивать, но мы хотим и не пропустить, потому что мы когда забиваем, даже иногда 2, мы пропускаем 3. Поэтому здесь все болельщики хотят некого перформанса около чужих ворот, забывая, что есть еще свои ворота. This question becomes a bit weird to me because, like as you mentioned earlier, in these previous 3 games we scored 3 goals. I think it's a good result for our team, but the main problem, like in the previous question, we said we cannot still find a balance between defense and offense. So whenever we score, we always concede a goal back. So we're trying to work on this. So whenever we score, so to keep that score and to keep the balance in the defense, and so we don't lose concentration after scoring a goal. Because as you noticed in the previous game, whenever we score, some players got emotional, and they lose their concentration, and because of that we concede a goal. So we're trying to work on it and try to balance on defense and offense. Түндүк Корея күчтүү командалардын бири, алар дүйнө чемпионаттарына катышкан, Азия чемпионаттарында байгелүү орундарды ээлеп жүрүшөт. Алардын оюндарын анализ кылып көрдүңөрбү? Алардын артыкчылыгы жана кемчиликтерин талдап алдыңарбы? Северная Корея считается сильным соперником, у них есть уже опыт игры на чемпионате мира. Вот. Вы смогли проанализировать их игры, предыдущие, какие минусы и плюсы вы могли бы отметить? Надо отметить, что команда обладает набором достаточно таких быстрых и хорошо работающих с мячом футболистов. К основным плюсам команды, пожалуй, стоит отнести просто железную игровую дисциплину. Железную. Они выполняют намеченные задачи строго и прям не отходя от плана, то есть вообще не на миллиметр. Это отличает эту команду. Наверное, все-таки то, что футболисты имеют возможность собираться раньше и работать вместе, это тоже сказывается на их игре. У них хорошее взаимопонимание. Даже где-то какими-то местами, как будто они как в клубе вместе работают. Есть такое ощущение. Еще к сильным сторонам, пожалуй, стоит отнести, что большое количество футболистов обладает очень сильным ударом с дальней дистанции. Очень хорошо они этот плюс свой используют, в предыдущих играх забивали. Что можно отнести к слабым? Ну, тут опять же, я тоже уже отмечал тот фактор, что у них есть тоже такие моменты, связанные с недостатком опыта именно этих футболистов, когда они в таком режиме с такими соперниками играют. Сюда можем отнести перелеты, перестроение в климатических поясах, то есть здесь у них есть проблемы, так скажем. Ну а то, что касается чисто футбольных действий, ну это уже как бы там тактические вопросы, это просто получится очень обширный ответ. У них они есть, мы постараемся их использовать. First of all, I agree with you that we have good and strong opponents tomorrow. So from the strength of this upcoming team, I can say that they have really quick and fast players. The main strength of this team, they are still disciplined. Their discipline is really on high level, and we can see it on the previous games. So, and other strength of this team that they have some players, they have really good long range shooting ability, so they can shoot from any range. That I can say that it's really strength of this team. From the weak parts, I can say that I can see some players lack of experience, like we have it, and that they have to adapt on these new conditions.
mentioned new climate conditions, but I can also say that it's gonna play against them. Thanks, Rob. Мен суроом Валерийге. Катар менен болгон беттештен кийин Валерий дароо Инстаграм баракчасынан кечирим сураганын көрдү. Көпчүлүк көргөндөр жана 3 оюнда 3 жеңүү ызасын тартып келип жатат. Кыргызстан курама командасы командадагы дал ушул психологиялык абал кандай тарихи болуп жатат жана эң бир жоопкерчиликтүү беттеш экенин команда футболчулар оюнчулар сезип жатышабы? Каждая игра важна, не только завтрашняя, но мы все понимаем, чего стоит завтрашняя игра, тем более мы играем дома, кровь из носа нужно побеждать. Как минимум это изменит таблицу, порадует всех нас, всю страну, мы наберем первые очки в этом раунде. Я думаю, игра завтра со всех сторон очень важна. То, что произошло до этого, это уже произошло, это уже не вернуть, не исправить. Поэтому мы постарались это быстро забыть. И настроение в команде хорошее, боевое. То есть мы не вспоминаем уже прошлые неудачи. Мы со всей ответственностью и серьезностью готовимся к завтрашнему матчу, потому что мы не можем завтра ошибиться. So for the first question, I would like to say that for every game we prepare on our maximum, and this game is not exception. Of course, as a team, we understand that in this upcoming game we need to gain points. It's for our tournament standing, group standing, and obviously for our people because we play home and we want to give some good and happy moments for our fans, for our people in Kyrgyzstan. And about the previous games, yes, we worked on it, and as a team we tried to forget everything what happened previously, all the negative moments. Of course, we consider for ourselves some good moments from the good experience from our previous games, but as we said, we try to forget what happened in the past and trying to work on what's coming on the future. Суроолоруңуздар болсо жатсаңыздар болот. Если есть вопросы. Вопрос Валерию. По паспорту вы 12 октября родились. Как вы отметили день рождения? Не запрещал ли тренер отметить и в какой дозе это разрешалось все? Мы провели этот день в дороге, поэтому день рождения прошло в спокойном режиме. Вечером вся команда поздравила, задули свечи, загадали желания. Так что ничего сверхъестественного и запрещенного не было. И продолжение этого вопроса, если можно. Не слишком ли вообще тренер ограничивает игроков, в данном случае Максим? Вы самый опытный игрок сборной Кыргызстана. И вот там тренировки, теория, гостиница, режим. А есть ли свободное время? И как это проводится, свободное время ребятами? Давайте начнем с того, что мы профессиональные спортсмены. Это все-таки наш образ жизни. Мы к этому привыкли. В плане ограничений мы друг друга хорошо понимаем. И Максим Павлович, когда нужно, идет нам навстречу. Он прекрасно видит и понимает, когда мы психологически и физически нагружены, и что нам нужно обязательно увидеть семью, то есть какой-то выплеск эмоций будет, положительных. Вот. То есть в этом компоненте мы работаем очень слаженно. Все, что нам необходимо, мы своевременно все делаем. И теории, и тренировки, и физическую нагрузку, и восстановление. Но и в то же время тренер понимает, что без семьи нам тяжелее. И поэтому есть свободное время, когда это можно. Когда нельзя, тогда нельзя.
личные и откровенные ответы. The first question was how did you spend your birthday? What did you do on the day? The answer of Valerie Kitchen was like half of our day we spent on our way to Kyrgyzstan, on going back, and in the evening we had a dinner together as a team together, we celebrated together, we had a cake with the candles, we made our wishes by myself and as a team. And second question to the coach, like put some limits because as we know you have really tight schedule between trainings and the resting and the theoretical classes. The question is, answer is that all our team players are professional and we are used to it. So whatever happening is all okay for us. And our coach Maxim Lysykin sees, feels whenever we need the support from our families, and we have some free time for our families, friends. So we don't get limited for that. Thank you. Ушун менен биздин убактыбыз аяктады. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. We complete our press conference. Little reminder that the match between Kyrgyz Republic and DPR Korea team will be held tomorrow at the Lena Mirzakov Stadium at 8 o'clock. Жана маалымат үчүн эртең саат